Мы люди нового времени, да, вот современной культуры. Но помимо этого, вот помимо привычных нам культурных обстоятельств, в которых мы существуем, мы знаем, что есть и культура другая, она называется традиционная. Упрощенно говоря, это культура наших бабушек и дедушек. Они еще застали конец традиционного общества, их мировоззрение сформировалось в рамках вот той, скажем, культурной парадигмы. И поскольку мы их застали, и мы хотим сохранить с ними связь эмоциональную, вот, культурную в том числе, то нам нужно как-то научиться понимать, вот, как они строили свою картину мира, почему они так отличались от нас, говоря по-другому, почему мы не такие, почему мы другие. И можем ли мы использовать вот этот багаж культурный, это культурное наследие, не как обузу, а как источник развития, творческого вдохновения, да, вот как делал Пушкин. Слушал Арину Родионовну и потом писал стихи и поэмы, которые стали классическими. Но делая как бы самые первые шаги, нужно сразу понимать, что между культурой нового времени, вот нашей, и культурой традиционной существуют очень серьезные такие принципиальные различия. И они проявляются, например, в том, каким способом передается культурное знание от одного поколения к другому. Вот традиционная культура, она потому так и называется традиционной, что она предполагает передачу культурного опыта из рук в руки, традукцио, латинский корень, который в основе этого термина лежит, и значит передавать. Культура осваивается путем непосредственного включения. Основной принцип – повторяй за мной, делай как я. И культура при этом, она существует в устной форме преимущественно и главным образом. Культура современная, она письменная, она классно-урочная. Мы идем в детский сад, в школу, в институт, садимся за парты, учебники, учителя. И только как бы вот побочно какие-то проводятся лабораторные работы, да, ставятся эксперименты. В традиции все носит прикладной характер и предполагает непосредственное участие. Чтобы научиться танцевать в традиции, нельзя было ходить на кружок танцев. Такого кружка не существовало. Нужно было вот начинать как бы танцевать. И дальше становилось понятно, кто танцует лучше, кто хуже. Но танцевали все. Это было обязательное условие воспитания и девушек, и юношей. От этого в конечном счете могла зависеть их дальнейшая судьба. Да, вспоминаем балы, описанные Львом Николаевичем Толстым. То есть вот такое же важное место и роль. При этом в культуре тоже существовали приемы, которые облегчали вход, которые облегчали понимание. И один из таких приемов – это вот использование народных загадок. Может быть, вы слышали, по-астински они называются «уси-усита» или «бажун-бажунта» или «басеу-басеута». Это такой жанр устного народного творчества, ну вот сейчас. Он относится к детскому фольклору, и само название его, астинское, которое я сейчас вам привел, это фактически преамбула, которая предшествовала самой загадке. Дети, вот, те, которые постарше, загадывали детям помладше, а перед тем, как загадать, произносили вот эту фразу. Ну, просто угадай-ка, ну-ка вот угадай. То есть бажун-бажун, уйтасил, или вот ебасил.
Угадай, что это? И вот эта преамбула, она стала названием для жанра. Вот есть такая книга «Остинские тексты», которая была издана академиком Шифнером, и там уже загадки есть. Причем он сам просил, он определял вот материалы, которые его интересовали, и он попросил, чтобы записали загадки. Да, и есть загадки более простые, есть более сложные. Значит, смысл загадки в том, что она учит понимать культуру. Да, это же как бы вот такая форма диалогическая, вопрос-ответ, причем она интерактивная, и она предполагает поиск правильного ответа. Для того, чтобы правильно разгадывать загадки, нельзя просто их запоминать. Нужно при этом для себя выводить правила, по которым они загадываются. Да, то есть вот как бы загадка, есть отгадка. И есть какие-то принципы или правила, которые используются, чтобы вот эту отгадку вот таким образом спрятать, да, словесно, чтобы ее местонахождение не было очевидным. Но при этом там есть подсказки, которые позволяют найти верный ответ. И в итоге, вот так загадывая и разгадывая загадки, ребенок вводится в систему мировоззрения традиционной культуры. Он узнает какие-то базовые принципы. После такого вот общего вступления мы перейдем непосредственно к одной из очень ярких остинских загадок. Я сначала ее произнесу в том виде, в котором она представлена в сборнике загадок. Она звучит так. Гауайлаг, арвай царгас вомайсес, кадаюес, мерет так бампак, сендес сак авсайнак. Значит, Гауайлаг, арвай саргаш умайшиш, кадаюиш, мерет так бампак, сендишак авшайнак. Я вот пока еще не назвал вам отгадку, но я очень сомневаюсь, что кто-то из вас может это сделать, потому что там логика, которая нам сегодня непонятна. Ну, для начала я ее переведу. Из селения мужчина, с небес орел, от него перо, из лесу пруд, и меретинская вата, сирийское железо. Значит, ни у кого нет никаких версий относительно того, о чем идет речь. Да? Ну, совершенно никаких. Это тоже вполне понятно. Вот настолько отличается традиция. Традиция, она аграрная. Да? То есть она предполагает, что в обществе основным способом ведения хозяйства, да, производства, является земледелие и скотоводство. Значит, это все происходит на фоне природы. Людей не очень много. Предметов, которые окружают человека, их тоже немного. Только самое необходимое. Личных вещей как таковых почти нет. Ну, они, разумеется, присутствуют, но вот по сравнению с тем, чем располагаем мы сегодня, это все очень-очень скудно и аскетично. И поэтому вот уже какие-то догадки, они естественным образом начинают возникать, потому что человек живет вот как бы окруженный всем этим. Ну а мы сегодня можем использовать те достижения гуманитарной науки, которые позволяют нам увидеть, вот на каких принципах, какова внутренняя логика, как это выстраивается эта загадка. Значит, что мы здесь видим? Вот с точки зрения природно-географической, да, по сюжету. То есть у нас сюжет и образ, они практически совпадают. Здесь же есть сюжет, да?
есть действующие лица. Давайте с действующих лиц начнем. Это лук и стрела. Теперь наша задача выяснить, как к этим образом можно прийти. Значит, начинаем с действующих лиц, с персонажей. Значит, у нас есть лаг, мужчина. Теперь у нас есть орел, саргаш. Больше у нас одушевленных персонажей нет. Но у нас есть природно-географическая и культурная среда. Значит, у нас есть кау, селение. Это место, где живут люди. И с точки зрения традиционного мировоззрения, кау-селение противопоставляется природе, как миру хаотичному, неосвоенному человеком. Для человека даже в каком-то смысле опасном. В итоге мы понимаем, что оппозицией к селению выступает лес. Часто лес – это вот, источник опасности для человека. Во-первых, там можно заблудиться, не зная дороги. Потом там обитают дикие звери, волки, медведи. И начинает формироваться картина мира, который окружает человека. Этот мир начинает подвергаться структурированию. То есть возникают элементарные противопоставления, которые облегчают описание общей картины. В центре, как правило, находится именно человек. Мир описывается применительно к нему. И пространственные координаты задаются относительно его местоположения в этом мире. Если мы говорим о противопоставлении селения и леса, то это горизонтальная проекция. А если теперь мы сюда же добавим еще и место обитания орла, небеса, то у нас появится и проекция вертикальная. Мир начинает приобретать ясную структуру. Сверху небо, посередине человек и селение, в котором он живет, и темный лес, который мыслится вот как находящийся в одной плоскости, но при этом за счет того, что он все-таки темный, он скорее находится внизу, потому что источник неба, источник света – это небо, а то, что темное, это, как правило, вовне и ниже в пространстве. Орел нам дает перо. Если мы теперь начнем вот это все как бы подверстывать под нашу отгадку, то что у нас получится? Перо нам для чего? Да, для стрелы это стабилизатор. Теперь из лесу мы что получаем? Виш. Виш – это пруд. Вишой. Вишой – метла. То есть вот она из этих прутьев собирается. Это такой суффикс «ой» в астинском, который используется для названия орудий труда. Этот пруд – это основа стрелы, да, древко. Теперь у нас появляется вот наше железо, да, шайнак. Это будет что? Наконечник стрелы, совершенно верно. И еще у нас есть бамбак. Из ваты сплетают веревку, используют ее как тетиву. И мереттак, и сандишак, они тоже как бы использованы не случайно. Мереттак – это имеретинский. Имеретия – это вот такая область, которая была хорошо известна осетинам, за хребтом. И там действительно выращивали хлопок. И имеретинская вата, она славилась своим хорошим качеством. Значит, если вот прежде мы с вами говорили о восприятии мироздания в мифологическом ключе, да? Небеса,
лес, то когда в загадке появляется определение «имеретинский», мы от мифологии переходим к истории. То есть мы начинаем формировать координаты того реального мира, в котором существует человек. Не природно-географические, а исторические. Название вот царства Имеретинского, то есть исторического государства, с которым существовали торговые и, наверное, и другие какие-то связи, и было известно, где оно располагалось. Сандишак – это сирийский. Сирия тоже государство известное. И если используется применительно к железу, наконечнику стрелы, то нужно добавить, кроме названия страны, еще и название столицы этого государства. Дамаск чем славился вот применительно? Сталью, совершенно верно. То есть там, где речь идет о вате и железе, вводятся не просто исторические координаты, но социально очень высоко престижные. Теперь, после того, как вот мы все это узнали, какое общее впечатление об этом луке и стреле вы можете для себя вынести? Можно было этим луком и стрелой, где тетива была из ваты, реально воевать? Нет, конечно. И загадка как раз и ставит своей целью описать не предметы, которые давно вышли из употребления. Никто в XIX веке луком и стрелой не воевал. И если лук и стрела присутствуют в загадках, то они должны быть знакомы и понятны детям. То есть в астинской традиции, вплоть до недавнего времени, использовались ритуальные лук и стрела. Их делали в рамках весеннего аграрного цикла праздничного. Даже есть описание, что вот более престижным было использование детского арбалета. Тот же самый лук, но более сложная конструкция. И их использовали, когда хотели определить виды на урожай. То есть женщины пекли специальные булочки. Они назывались по-осетински кутута. Куту – это корзина, плетенная из прутьев, в которой хранили зерно. И она имела определенную такую конусообразную форму. Дети, я думаю, мечтали такую булочку получить. Им давали возможность. Значит, делали для них вот эти луки, ставили эти булочки на каком-то возвышении, и каждый, кто попадал своей стрелой, в итоге эту булочку получал. Под общий хохот и веселье, радость от обладания вот этим вкусным призом, который тут же, я думаю, они делили и съедали, то есть доставалось всем. Вот в такой незатейливой форме общество пыталось заручиться поддержкой небесных сил и обрести осенью богатый урожай зерна. А где здесь небесные силы, спросите вы? Когда мы небо упоминали? Когда говорили об оперении, о стабилизаторе стрелы? Для оперения используется перо из крыла орла. А орел в народной культуре – это образ громовержца, устойчивый. Я еще застал время, когда щиш, то есть перо, использовали, когда делали пироги. То есть у каждой домохозяйки еще совсем недавно было индивидуальное корыто. Оно называлось аренг. Оно было на подставке.
Представьте себе деревянное корыто, которое ставят на ножки, таким образом, чтобы по высоте с ним было удобно работать. И внизу стороны этого ящика оббивают, ставят туда дверцы. И там можно хранить утварь, необходимую для приготовления пирогов. А сверху это корыто накрывается вот такой же крышкой, второй. А внутри хранились орудия труда, которые нужны были, чтобы тесто замесить. Там была вот скалка, потом специальная металлическая лопатка, чтобы соскребать остатки теста, если они прилипали. А для чего использовалось перо? Его использовали не просто в сугубо утилитарных целях. Это фактически птица небесная, да, громовержец, своим крылом осенял эти пироги. Еще держали вот такое крыло, чтобы с пирогов смахивать остатки муки. И это тоже вот образ небесной птицы, которая помогает человеку. Ну вот, естественно, в той картине мира традиционной. Хочу привлечь ваше внимание к тому, как за этой незатейливой, да, по сюжету, достаточно компактной по своей форме загадки выражаются очень глубокие и важные для культуры смыслы. И разгадывая загадку, вот как вы делали сегодня, человек как бы входит в пространство традиции, учится угадывать неявные смыслы, но весомо и зримо присутствующие в ней. По вашему рассказу я так поняла, что загадки — это было средство не просто развлечения, а средство воспитания и ознакомления ребенка с окружающим миром. Совершенно верно. Но надо себе это общество представить, понимая, насколько оно отличалось вот от сегодняшнего. Все участвовали в посильном хозяйственном труде. Ребенок с 4-5 лет, он уже начинал делать то, что было ему по силам. Первое, что начинали делать дети, они начинали пасти водоплавающих, уток и гусей. Их утром нужно выгонять на водопой. Все встают, нужно коров подоить, выгнать на пастбище. Это делают взрослые. Дети постарше, они пасут телят. Тоже на пастбище гонят, но недалеко. В традиции нет просто развлечения, нет забавы. Все, что делается, делается с таким расчетом, чтобы приносить пользу, чтобы была отдача. И вот загадки, помимо того, что они учат наблюдательности, да, развивают сообразительность, они вводят в пространство мифопоэтическое, потому что обрядность, она на тех же принципах строится. Вот для того, чтобы осветить 3 пирога, и чтобы вот эти неявные смыслы понять, чтобы домыслить то, что прямым текстом не договорит, не проговорено, нужно пользоваться вот теми же самыми приемами, они общие. Но идет путь от простого к сложному, от понятного, известного, данного в опыте, к отвлеченному, далекому, непонятному, загадочному. И вот это одна из особенностей традиции. Сочетание вот простоты и замысловатости, увлекательности и наполненности прикладным смыслом.
эмоции предлагается же как бы соревнование. А ну-ка угадай. Бажун, уйтасил. А ну-ка. И при этом вместе с эмоцией возможность интеллектуально какое-то усилие сделать. Это школа. Школа. Но в школе, где нет профессиональных учителей, где нет педагогического коллектива, где нет парт, да, вот доски, мела. Но все окружающие друг для друга являются учителями. И наиболее зримо вот этот принцип, он находит воплощение в загадке, потому что он просто лежит в основе этого жанра. Вот если вы в каких-то астинских обрядовых застольях, например, да, участвовали, то вы не могли не обратить внимания, что все начинают друг другу вот советы давать или учить, что вот это правильно, это неправильно, это надо вот так. Это и есть способ введения в традицию. Если это делается в такой вежливой форме, доброжелательной, то, собственно, это и есть вот путь, который дает возможность традицию освоить, стать ее частью, и потом самому этим опытом поделиться. Застолье осетинское, вот в нынешнем виде, да, вот с этими длинными столами, это же тоже вот такое своеобразное древо жизни. Вот те, кто наверху, это вот корни, основа, потом ствол, а туда ближе к концу это уже вот листва, молодые побеги. И этот образ древа жизни, он не поэтический. То есть вот я его говорю, отдавая себе отчет в том, что это совершенно все всерьез. То есть этот образ там действительно присутствует, он заложен. Это и есть древо жизни, но воплощенное или выраженное языком социального организма, вот в теле социума, общества, которое там представлено вот своими мужскими персонажами. И если вот вам это интересно, то я просто скажу, что это был базовый принцип архитектуры византийских городов. То есть они планировались вот именно как древо жизни. Основная дорога, проспект, который ведет к центру, где находится храм, боковые ответвления, как ветки, ну и так далее. Даже очень серьезная традиция, как византийская, продолжала опираться вот на эти базовые принципы исходные, но довела их, разумеется, до другого уровня, до совершенства. А в каких-нибудь еще обрядах участвовали лук и стрела? Стрела, поскольку она способна к полету, она в традиции, в широком таком смысле, она трактуется как орудие провидения. Вот в случае, когда хотели выяснить правоту или неправоту, тот, кто считал, что его оклеветали как бы безосновательно, да, он пускал в небо стрелу и говорил, вот если я действительно виноват, пусть она вернется обратно, и вот тут же меня на том месте, где я стою, пусть она меня пронзит. Стрела как птица, стрела как посланница небес. Во взрослой традиции, не только в детской. В традиции воинской, да, вот у кшатриев, например, там, где все расписано, существует как бы такая иерархия разных способов
убийства врага. Вот есть благородный способ, да, а есть вот не очень, а есть совсем нежелательные. И вот убийство врага стрелой считалось самым благородным. Стрелу пускает лучник, но направляет ее уже сила провидения. И тогда воин не несет ответственности за гибель врага. Так исполняется божественная воля. Так он остается морально безупречным. Он только лишь выполняет свой воинский долг. А все остальное за него делает уже небо. Потому что она летит, это птица. Он ее пустил в полет, а дальше ветер же вмешивается. Вот куда ее ветер направит, так тому и быть. Скажите, ну вот на ваш взгляд, есть ли необходимость сейчас создавать какие-то новые загадки для детей или адаптировать старые? Или нужно прибегать к каким-то новым способам приобщения к культуре? Да, жизнь ответила на этот вопрос. Те пути, которые вы обозначили, развитие, они все оказались освоены. Первый путь самый простой. Традиционные загадки подаются, к ним прилагаются иллюстрации. Другой путь – это литературные загадки, когда используется стихотворная форма, уже серьезная рифма. Такие сборники тоже есть. Был такой вот писатель детский Басиев Мышошт. Вот у него есть остинские загадки литературные. И помимо формы, содержание сразу говорит о том, что это не народная загадка, потому что он использует другие образы. К этим загадкам тоже нужен историко-этнографический комментарий, но не более того, они в традицию не включены. И есть вот третий путь, это авангард. Использование загадок, вот как один из таких авангардных литературных жанров, по-моему, у Григория Остера, например. Вот он дразнилки использует, да, это тоже детский жанр. Вот есть остинские дразнилки. Мы в детстве дразнили индюков. Такое было широко распространенное явление. Индюкам говорили «Гогыш кафен на жона», «Ишта жона», «Гогыш кафен на жона». Индюк начинал сердиться, так вот раздувался, начинал кружиться. Это же яркий образ. И мне вот грустно, что уже так не делают. Потому что я до сих пор помню этих сердитых индюков. Это дает вот такое эмоциональное взаимодействие с внешним миром. Вот не пластмассовое, да, вот лишенное цвета, вкуса и запаха, а живое, наполненное вот движением, эмоцией. И загадки, я думаю, если правильно их подавать, то они тоже вот эту радость дают, узнавание, отгадывание, интеллектуальную. Радостно же на душе, да, что удалось отгадать. За этим же стоит познание мира. Таким образом, мир культурно осваивается. Отвлеченный, да, далекий предмет, а тут он героически добывается, присваивается через вот интеллектуальное усилие. Он вызывает определенное сопереживание. И для детской психологии это как раз то, что нужно. И при этом долгосрочный остается после всего этого след. Может даже так оказаться, что вот после нашей сегодняшней беседы вы начнете посвящать часть своего досуга разгадыванию осетинских традиционных загадок.
Спасибо за внимание.